В зале образовательного учреждения собрали студентов, будущих и нынешних водителей. Им приводят примеры последствий несоблюдения ПДД, объясняют, для чего они нужны и что будет, если мы откажемся от них. Самый свежий пример – наезд на пешехода по улице Южная 19 февраля. На кадрах видно, как женщина, пропуская два автомобиля, спешно переходит дорогу. В следующую секунду ее сбивает ВАЗ-2110 на высокой скорости. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее звали Ася Гудантова. ДТП было совершено водителем, который не имел при себе права управления, превысил установленную скорость движения и выехал на встречную полосу. В отношении водителя на сегодняшний день возбуждено уголовное дело и ведется служебная проверка. Спешка и игнорирование ПДД привела водителя к серьезным последствиям. Ася Гудантова была сотрудницей данного колледжа. Как признается замдиректора, студенты уважали и любили этого доброго человека. Работала она вахтершей. Этот удар был не только для коллектива. Очень многие студенты плакали, мы видели слезы на глазах студентов, потому что настолько она была добрая женщина, настолько она с добром могла дать совет какой-то, или у нас спрашивала. Отзывчивый, широкой души человек. Эти кадры с награждения, где Ася была в восторге от полученной грамоты. Это еще один горький пример того, как неосторожность и безответственность одних может стать причиной боли и горя для других. В рейтинге смертности ДТП в регионах Юга за 2019 год Ингушетия занимает второе место после Чеченской Республики. На 1000 пострадавших приходится 160 погибших. Мы должны быть внимательны, мы должны быть... это преемственность поколений. Старшие люди, водители и так далее, граждане передают свои знания и навыкам подрастающему поколению. Руководство колледжа тесно сотрудничает с представителями МВД. Для своих студентов открыли даже собственную автошколу, где можно пройти обучение на любую водительскую категорию. Республика Ингушетия славится обилием водителей, за деньги купивших права на вождение автотранспортным средством. Здесь же такой подход не прокатит. Даже если мы хотим, это у нас не получится, потому что мы согласно принимаем по приказу, внутренним приказам, да, и согласованно с ГАИ наблюдательное дело у нас имеется. И в течение 3 месяцев, да, согласно с приказом, как мы приняли, мы отдаем наблюдательное дело ГИБДД. А тут в этот список записать никак невозможно. Подобные мероприятия должны на порядок снизить уровень дорожных происшествий с участием водителей, не имеющих прав на вождение. Улучшить гнетущую статистику дорожно-транспортных происшествий можно собственным положительным примером. Не стоит забывать, что безопасность дорожного движения зависит от каждого его участника, и такие лекции будут проводиться до тех пор, пока все не возьмут эту установку за основу. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.